Ну и люди и сейчас получают исцеление. Вот у нас в студии Виталий с сыном Русланом. Виталий, расскажите, какой был диагноз и что случилось? В 2 года у моего сына начался откат в развитии. Мы заметили, что он перестал реагировать на речь. И мы даже подумали в один момент, что он не слышит, что он глухой. Врачи обследовали, показали, что ушки у него здоровы, но он вот по каким-то своим внутренним причинам не реагирует. И уже вот где-то в 3,5 мы начали плотно обследоваться, и в психиатрической больнице на Ленинском проспекте нам поставили диагноз аутизм. Ребенок не реагировал на речь, соответственно, не разговаривал, он мог уходить в себя, и попеременно у него бывали такие вспышки, он начинал беспричинно кричать, куда-то бежать, порываться. На улице с ним невозможно было пройти, потому что он мог упасть в лужу и начать биться вот в истерике беспричинной. Нас даже несколько раз полиция останавливала, они думали, что мы воруем ребенка чужого, да, вплоть до такого, да. Нас высаживали из такси, из общественного транспорта. И вы обратились к отцу Ипполиту уже с молитвами. Мы обратились к своим друзьям, к моему другу Григорию. Я его тогда еще лично не знал, но через своего друга я немного знал о Грише. И они как-то постоянно говорили, как само собой разумеющимся, надо попросить батюшку Ипполита, и он поможет. А вы не знали, кто это? Я не знал, что он умер. Пока Господи до помилуй. самого последнего момента я не знал, что он умер. А про него как про живого уже всегда Да, говорил о нем Гриша, я говорили тоже не всегда знал. как о живом. И когда Руслан с супругой поехали, а супруга даже не знала, что он уже умер. Она думала, что ее там встретят. Ничего себе. Даже такое, в Рыльск да. поехали. Она поехала в Рыльск, да. Слава Богу, Гриша посодействовал, и игумен Роман проявил какие-то чудеса. Вот я, как родственник наш, вот действительно, он принял супругу, ребенка, так, как будто бы мы знакомы 100 лет. И там, на могилке батюшки Ипполита, супруга, как говорил ныне покойный Петр Мамонов, Господь ревнив, он приходит именно когда вот прям надо. Она настолько уже была уставшая, настолько дошла до крайности, что она на этой могилке прям сидела и днем, и ночью, и просила батюшка Ипполит, помоги. Руслана не было там? Руслан был с ней. Да, это была первая поездка. Они побыли, может быть, недели 1,5-2. Вот. И по выезду из монастыря в поезде ребенок заговорил. Супруга мне позвонила и говорит, ты представляешь, Руслан сказал слово. И потом уже в Москве, как снежный ком, вот по нарастающей, он начал разговаривать. Да, он начал разговаривать. Это ему было... И долго это все заняло по времени? По времени, восстановления? я вам скажу, в 6,5 лет он еще не разговаривал. Мы боялись, что он в школу, как он пойдет в школу с таким диагнозом. И многие детишки, мы ходили в специализированный садик. А вот, Руслан, я к тебе хочу обратиться. А ты понимаешь, что случилось? Со мной случилось так долго, что я долго не заговорился, а заговорился только в 7 лет. Ты такой молодец. Ты любишь батюшку Ипполит? Ты знаешь, кто это? Ну да. И ведь вот... Кто? Но сейчас он уже умер. Да, но к нему приходят как к живому. Виталий, вот подводя такой итог вот вашей истории, вы же связаны с Осетией, с Аланией, как вот в итоге был диагноз? Его же убрали полностью, аутизм. В итоге, да, перед школой уже нам нужно было проходить обследование. И в той же больнице психиатрической на Ленинском проспекте, когда смотрели вновь Руслана, врач смотрел и говорит, подождите, а где вот этот ребенок? Я вижу, что карта наша, Да. а почему ребенок другой? Мы говорим, это тот же самый ребенок. Она не поверила, но... И диагноз в итоге снимают. В итоге И зрение тоже. Со зрением получилось следующим образом. Преподобный Паисий Святогорец говорит, что в день особо почитаемых святых мы можем имеем возможность получить о них неким образом гостинцы. И вот в день рождения батюшки Ипполита
у Руслана восстановилось зрение. У него было -2 буквально за 2 недели из-за этого. Мы записались еще раз к врачу, и так получилось случайно, что повторная запись попала на день рождения батюшки Ипполита. И показала все, вот перед нами идеальное полностью зрение. здоровый ребенок.